Российский триколор сегодня повсюду. Им украшены города. Он красуется на одежде людей и даже в небе. Празднование Дня России в Магасе развернулось под открытым небом на площади Алания. Народные гуляния начались здесь с утра. Юноармейцы, местные жители и гости республики поздравляют друг друга с Днем Великой Державы. Сегодня мы чествуем нашу Родину, страну, которая соединила на огромном пространстве множество народов, территорий и культур. Это праздник каждого жителя нашего огромного многонационального государства. Уважаемые соотечественники, желаю вам успехов во всех ваших добрых начинаниях. Желаю счастья, здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть наша республика и наша страна процветают. Потрясающее настроение, солнечная погода. Я вообще думал, что сегодня будет дождь, но дождя нет, есть солнце, потому что сегодня солнечный день. Это очень круто, это праздник, и мы должны этому радоваться. Я поздравляю всех россиян, всех ингушей и всех, кто так или иначе причастен к нашей стране с праздником, с Днем тебя, Россия. Наша страна богата очень даже грамотными людьми и в спорте, и в образовании. Мне очень нравится здесь. Хотела бы каждый день так отмечать праздники. Акция по раздаче ленточек с российским триколором сегодня стартовала во всех регионах Федерации, объединив таким образом миллионы людей по всей стране. Ингушетия не стала исключением. С главной праздничной сцены звучат слова поздравления от главы республики Махмуда Али Калиматова и почетных гостей. 250 лет назад наши предки, мы соединили свою жизнь и будущее с великой Россией. Наши отцы, деды несли службу, достойную службу в рядах российской армии. В настоящее время у нас служат и солдаты, и матросы, и офицеры, и генералы. Если брать Великую Отечественную войну, мы знаем, что наши на переднем плане, начиная от Бреста, Ленинграда, Волгограда, на самых тяжелых участках войны также участвовали. В этот светлый, добрый, солнечный день мне хочется сказать, мы радуемся тем нашему поколению, которое также поддержало эстафету, идет вперед, получает знания. Мы сегодня должны быть благодарны строителям, работникам сельского хозяйства, учителям и особенно, конечно, нашим врачам, медсестрам, нашему младшему медицинскому персоналу. И не зря Владимир Владимирович Путин, президент России, нашей России, наградил многих их орденами, государственными наградами наших медиков и других достойных людей. Мы живем в стране, которая экономически развивается, которая сегодня заботится о детях, о стариках, о малоимущих, о школах, строя их. А все социальные вопросы сегодня решаются. У нас очень хорошие перспективы. Сила нашей страны – результат великого труда и великих потерь ее граждан, которые строили ее в мирное время и отстаивали ее независимость в страшных войнах. Память и уважение к ним сегодня объединяют нас. Сегодня День России становится символом единения и общей ответственности народа за настоящее и будущее страны. Чувство патриотизма и гражданскую ответственность прививают сегодня самым юным гостям праздника. Глава Ингушетии вручает им первые паспорта. 12 июня – это праздник свободы, гражданского мира, согласия всех людей на основе закона и справедливости и, конечно же, патриотизма. Очень много повидала Россия, если брать Ингушетию в целом, сколько она перенесла всяких тягот, лишений, много чего пострадали мы. Но тем не менее за последние с момента образования Республики Ингушетии сделано очень много. Вот постоянно сегодня по телевидению, радио, кругом говорят и
Мы видим это на деле. Строятся сады, школы, объекты соцкультбыта. Промышленные особо нет, но жилье, благоустройство в территории. Мы много чего видим для того, чтобы человек нормально себя мог чувствовать, находиться в Ингушетии. Это очень много полезного. Если возьмем наши горные места, как там показывают сейчас, мы же видим, хорошеет. А это, если республика хорошеет, значит хорошеет и Россия в целом же, правильно? Дай Бог, чтобы у нас развитие шло вперед. Многонациональная и многоконфессиональная Россия объединяет на одной земле сотни культур. Татары, калмыки, русские, евреи, ингуши. Все народы равны в нашей стране и обладают одинаковыми правами. Нашу республику также можно назвать малой родиной для многих национальностей, которые здесь проживают. На сегодняшний день их 14. Армяне, дагестанцы, украинцы, турки. Ингушетия богата этническим многообразием. Горные красоты нашего края и гостеприимство также все чаще покоряют сердца туристов. Страна великой России. Ну о чем можно говорить? Самая великая страна. Конечно. Очень много национальностей, которые все живут совокупно, совместно. Я не знаю, мне все это нравится. И все. И везде люди хорошие. Просто, наверное, люди иногда, вот мы боимся куда-то есть, выезжать куда-то, да, за пределы. Но встречают везде все хорошо. Мне республика очень понравилась, потому что она развивающая, новая, молодая. Здесь есть на что посмотреть. Прекрасный климат. Люди хорошие, воспитанные, с уважением ко всем относятся. Мне это очень нравится. Чтят традиции, обычаи. Многонациональная страна, более 200 народов проживает. Всем народам желаю удачи, процветания. Наша главная задача – это экономический расцвет. Наша главная задача – это единство народов проживающих. И каждому в отдельности, чтобы жилось хорошо. Самые юные представители армии и патриоты нашей республики сегодня держат в руках несколько сотен воздушных шаров в цветах российского триколора, которые в честь праздника запускают в небо. Амина Бокова, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.